меня поддерживает идея, которая пришла ко мне, когда я изучал изменения в современном мире. Я надеюсь, что эта идея вдохновит и вас. Начну с мысли, высказанной еще Аристотелем. Основой благополучия государства он считал увеличение средних слоев общества. И это логично, но веками на планете люди зажиточные и богатые составляли меньшинство, а те, кто вынужден трудиться в поте лица ради простого выживания – большинство. И, наконец, наступил 20 век. Начался бурный рост среднего класса. В развитых странах он составляет уже 60-70%. Это значит, что сотни миллионов людей получили возможность находить работу по душе, зарабатывать, развиваться, путешествовать, получать качественное образование, жить, а не выживать. Общепризнано, что именно средний класс стал основой современной парламентской демократии и гражданского общества и позволяет государствам развиваться эволюционно, без бунтов и революций. Но работа не закончена. Да, средний класс сделал более предсказуемым развитие общества на уровне отдельных семей, городов, государств, но он пока не сумел обустроить планету в целом. И сейчас я скажу 3 слова, которые и составляют суть моей идеи. Интеллектуальный средний класс. Это люди с независимым мышлением, способные объективно анализировать происходящее и сверять свои действия с будущим. Если экономический средний класс обустроил доступные им территории, то интеллектуальный думает о цене этого обустройства, о том, что случится с этими территориями послезавтра. Став большинством, интеллектуальный средний класс разрешит глобальные проблемы, станет основой нарождающейся сетевой демократии, заставит бизнес считаться с будущим, закончит работу, начатую в 20 веке. Кто эти люди? Идет ли процесс? Итак, по порядку. Экономический средний класс отличается уровнем благосостояния, это понятно. Интеллектуально отличается уровнем мышления. Я считаю, что особенно важны 4 качества, 4 навыка. Первый – это умение заглянуть за пределы своих личных интересов и просчитывать отдаленные последствия своих и чужих решений. Второй навык – критическое мышление, способность оценивать внешнюю информацию и свои собственные взгляды. Люди, которые обладают этим навыком, могут противостоять и пропаганде, и манипуляциям. Третий навык – это умение объективно, без оглядки на то, что скажут авторитеты, оценивать вклад других людей в любом деле. Экономика знаний заработает тогда, когда каждый ее участник будет понимать, в чем именно заключается вклад новой идеи, ее добавление к старым идеям. Когда-то товарный рынок заработал именно так, когда люди научились понимать цену денег и цену товаров. И 4-й навык – это экологическое мышление. Понятно, что без него нельзя представить человека интеллектуального среднего класса, потому что иначе он был бы лишен и дальновидности, и критического мышления. Эти навыки мы находим в людях и творческих профессий, и нетворческих профессий. И этих людей отличает от интеллектуальной элиты не список навыков, он у них един, а просто объем знаний, опыта и реальных достижений. Интеллектуальный средний класс уже формируется. Люди самоорганизовываются самыми разными способами и меняют свой образ жизни без оглядки на СМИ и большие корпорации. Например, в движении медленной жизни Slow Life
уже участвуют миллионы людей по всему миру. Это черепаха не архитектурное излишество, это эмблема движения. Они сознательно замедляют свой темп жизни, чтобы ощутить ее вкус, проживать ее более полно и отказываться от стандартов и скоростей потребительского общества. Им помогает то самое критическое мышление, дальновидность, разборчивость. А благодаря интернету они тиражируют свой опыт и делают его популярным, модным. Ячейки Slow Life есть уже и в Беларуси. Другое движение совместного потребления, оно еще больше расшатывает экономические модели, которые ведут нас в тупик к исчерпанию ресурсов и климатическому коллапсу. Я смело называю участников этого движения дальновидными. Существует множество сообществ, в том числе в Беларуси, участники которых могут временно обменяться домашним и садовым инструментом, спортивным и туристическим оборудованием, бытовой техникой, посудой, мебелью и даже катерами и яхтами. Еще одна примета перемен, с которой многие из вас уже наверняка сталкивались, когда подписывали или готовили сами петиции, общественные петиции в таких сообществах, как Avast.org, Change.org, Petitions.by. Это первый шаг к сетевой демократии, за которой будущее. Перемены происходят не только снизу, но и сверху, и сбоку. Южная Корея, Япония, США, страны Евросоюза приняли уже свои программы построения креативной экономики, экономики знаний, и на государственном уровне поддерживают развитие интеллекта своих граждан. И это что-то новенькое, и это важно. Веками власти разных стран, они могли говорить разное о своих гражданах, но всегда хотели и всегда стремились к тому, чтобы эти граждане были послушны. Так, например, обычно строилась система образования. А сейчас что-то меняется на самом деле. Все больше правительств понимает, что без большого количества умных людей их страны станут неконкурентоспособны, а сами они останутся неудел. А сами граждане, сами люди сейчас меняют свое отношение к образованию. Сервис Google Trends. Он показывает изменения во времени статистики поисковых запросов и тем самым дает понять, чего ждут пользователи от будущего. В данном случае голубой график показывает изменение запросов по слову «образование», красный по слову «технологии». С 2004 года интерес пользователей к технологиям всегда был выше. Вы, наверное, помните, как все мы искали разные гаджеты, читали статьи о чудесах там, с приставкой «нано», но с 2013 года все резко изменилось. Интерес пользователей к образованию вырос более чем в 2 раза по сравнению с технологиями. И не менее важно, что меняется и само образование. В школьных программах и в университетских программах в Великобритании и США уже появился предмет, позволяющий развивать критическое мышление. Подобный предмет вводится сейчас в Казахстане. И я особенно рад, что моя дочь обучается по белорусским учебникам, в которых есть элементы развития критического мышления. Последний вопрос. Если я себя чувствую представителем интеллектуального среднего класса, что я могу сделать прямо сейчас, чтобы нас стало больше, чтобы мы больше влияли на жизнь общества? Сверяться с будущим. Сверяться с будущим, выбирая образ жизни, способы самореализации, темы для самообразования, поддерживая проекты, которые объединяют людей, улучшают экологию, развивают интеллект, помогают развиваться вашему городу,
стране и миру. Это просто сверяйтесь с будущим, принимая каждое решение.